Илья Чичикович, сегодня очень хочется обсудить сложившуюся ситуацию и тема соглашения, подписанное правительством об инвестициях, и реакция парламента и происходящее в парламенте. Несва, прежде всего пару слов о самом соглашении. Я не буду вдаваться в подробности, об этом соглашении много говорилось уже, и много было собраний, много мнений высказывали. Прежде всего, конечно же, соглашение несет в себе очень много рисков. И то, что там эти риски присутствуют, говорит как раз то, что парламент около 20 поправок принял в соглашение и отправил исполнительной власти для рассмотрения этих поправок. Это первое. Второе, что меня особо напрягает в этом, какие у меня беспокойства по этому соглашению, тоже коротко. Да? Сказано много, но прежде всего экономическое, я не буду останавливаться на экономической составляющей, на рисках, приносит ли это прибыль государству, будет ли там какая экономика. Вопрос тут совершенно не стоит в экономике. Мы должны понимать, что залоговые обязательства инвестора, который будет брать кредит в банке, он может не выполнить залоговые обязательства. И залогом этих обязательств будет та земля, которую мы будем выделять инвестору. То есть у нас земля становится товаром. То есть залогом в банке будет находиться наша земля. И далее уже, естественно, будет происходить фактически соглашение это об отъеме нашей земли. Да? Мы теряем контроль над нашей землей. Это, кстати, должен сказать, напомнить, да, что Абхазия испокон веков и на все протяжении нашей истории, которую мы знаем, да, воевала только за землю. Только за свою землю. Да. Это, если мы готовы отдать ее сегодня просто инвестору на откуп, да, тогда это соглашение как раз об этом. Это то, что касается рисков по соглашению. Да? Я не буду останавливаться больше ни на чем, не буду сейчас рассуждать, обсуждать, мы уже давно это. Теперь, как все это происходило, да, и что вообще произошло за последнее время. В последние дни произошла на самом деле удивительная история, когда депутат парламента, возглавляющий комитет, написал письмо министру экономики на основании о 2 поправках его мнения. И на основании его мнения Кристина Озган поехала в Москву и подписала соглашение, о котором все общество спорит уже пару месяцев минимум. Да? И не то что спорит, а высказывает те опасности, которые это соглашение несет. Более того, никто даже не рассматривал, мы, по крайней мере, не знаем, рассмотрели или нет, о 20 поправках депутатов, об этом тоже никто не говорил, по какой причине это не принято, как это все происходило. Сложно об этом сказать, но меня удивило другое. Я не понимаю, если не понимал одной вещи, если действительно министр экономики не обладает таким правом, чтобы самостоятельно решать такие вопросы, и вдруг министр экономики едет и подписывает документ. Мне стало немножко как-то все-таки непонятно, как это могло вообще произойти, поэтому я поднял документ и посмотрел, что вообще, как изначально это было, почему парламент рассматривал какие. Да? И поэтому хочу вернуться немного назад, в то злополучное утро, когда принимали соглашение по Пицунде. Вы помните, как тяжело это все проходило, с какими это препятствиями, как это все было. И депутаты после принятия этого соглашения, чтобы таких казусов больше не было, мы же все это слышим, да, чтобы не было таких казусов, чтобы депутатам не приносили соглашение только на ратификацию, чтобы они могли с ним поработать, ознакомиться. Они приняли ряд поправок в законодательство о международных договорах. Вот тут начинается, мне кажется, самое интересное и, по-моему, самая большая
большое заблуждение вообще всего общества и всех тех, которые говорили о согласовании, и самого парламента в том числе, который говорил о согласовании с парламентом, что теперь без согласования парламента никакой документ подписан не будет. Так сложилось, что в конечном итоге многие соглашения, да, и договоры попадают к нам в парламент, и мы должны ратифицировать. И на этапе ратификации у нас уже нет возможности внести какие-то изменения или, во всяком случае, участвовать в консультациях на этот счет. И, значит, мы столкнулись с ситуацией, что некоторые наши чиновники могут заниматься самодеятельностью по своим направлениям, в том числе и министры. В конечном итоге все документы приходят в парламент. Если парламент их не принимает, они уже проработаны на этапе межправительственного канала, что называется, да, или межведомственного канала. Получается, что это не способствует хорошему климату в международном общении Республики Абхазия. Мы спокойно поэтому проводили встречи с депутатами, присутствовали на комитете, обсуждали те или иные риски, вопросы. Сами депутаты инициировали много встреч, да, вы помните, были там встречи с банковским сообществом, были встречи с предпринимателями, с оппозиционной. То есть мы, и получается, что если посмотреть закон, который приняли депутаты, то там возникает больше вопросов, чем ответов на то, что сегодня происходит. А что именно? Дело в том, что исполнительная власть, президент, не по этому закону не обязаны проводить никакие согласования с парламентом. Я, наверное, скажу сейчас удивительную вещь, но если вы внимательно посмотрите изменения, которые приняты в закон, то там говорится только о том, что президент, исполнительная власть за 10 дней до подписания, их обязывают за 10 дней до подписания ознакомить их с соглашением. Всего лишь ознакомить. Никакие поправки парламента, ни в каком виде, да, законодательно не оформлены, их не существует. Если, вообще все это время, все общество, и я в том числе, почему-то мы слышали, что согласование с парламентом. Теперь мне понятна ситуация, то есть когда проводились комитетские, когда делали вид, что присылают соглашение на согласование в парламент, когда депутаты писали 20 поправок, все это обсуждение, это всего лишь рекомендательный характер, а все, что происходило, это всего лишь театральное действие, это большая афера, и у меня нет другого слова, большая афера законодательной власти, я думаю так, законодательной власти, исполнительной власти и президента для того, чтобы одурачить народ. У меня нет других слов, что можно подобрать, чтобы описать сложившуюся ситуацию. Поэтому письмо Барцеса Кристине Озган не имеет никакой смысловой нагрузки. Кристина Озган, ответ Кристины Озган спикеру парламента тоже не имеет никакой смысловой нагрузки, потому что по закону она имеет полное право. Уже 2 месяца это соглашение находится у депутатов. Она по закону взяла, тихо поехала в Москву и подписала. И ее никакой закон не обязывает ее согласовывать этот документ с парламентом. Но тут даже, можно сказать, немного и похлеще. Получается, что все комитетские заседания 2 комитетов, которые проводились на протяжении длительного времени в парламенте, все, приходы представителей исполнительной власти, того же министра экономики, того же главы кабинета министров и так далее, они на самом деле просто носили форму беседы и информирования. То есть парламент не имел никаких, я так понимаю, прав изменять этот документ. Я не понимаю сам парламент. Или парламент не читает изменения в законодательство, которые они вносят, да?
или же они это делают умышленно. Других вариантов нету. Мне очень интересно на всем протяжении принятия с того момента, как этот закон были внесены изменения в закон о международных договорах. С этого момента мы всегда слышим, что теперь без согласования с парламентом ничего невозможно. Но ни одна статья этого закона не говорит о том, что с парламентом кто-то должен согласовывать что-то. Там говорится только об информации, что исполнительная власть и президент должны за 10 дней уведомить парламент о том, что они будут подписывать. А какие действия парламент принимает, совершенно не ясно. И по закону их уведомили, через 10 дней можно вообще ни о чем не спрашивать, пойти и подписать любой документ. То есть фактически нарушения закона со стороны исполнительной власти не было? Если говорить о законности, то конечно. Другое дело, что есть полное игнорирование мнения парламента, есть полное игнорирование мнения народа, есть полное игнорирование вообще вещей, которые происходят, и то, что будоражит общество. Это другой вопрос, это вопрос больше эмоциональный, чем законодательный. Я сегодня говорю о законодательной стороне этого вопроса. У парламента будет свое решение, у парламента будет решение только в момент ратификации этого соглашения. Если они не согласны с этим соглашением, они не ратифицируют его. Как раз таки эти изменения, когда вносились в парламенте, они вносились как раз таки с той целью, чтобы парламент не входил в противоречие с исполнительной властью и с нашим стратегическим партнером, с кем мы заключаем соглашение. Потому что как-то получается некрасиво, когда соглашение подписано, а вдруг парламент его не ратифицирует. Чтобы этого нонсенса не происходило, да, чтобы этих вещей не происходило, как раз и было принято решение о том, чтобы парламент, чтобы соглашения перед подписанием согласовывались. Это мы так слышали, это было на слуху, но по факту законодательно и в письменном виде, и в виде закона это было оформлено совершенно по-другому. Я поэтому говорю, у меня сегодня большой вопрос к депутатам. Какой смысл имели комитетские встречи? Какой смысл имели обсуждение этого договора, соглашения? Какой смысл писать 20 поправок и отправлять исполнительной власти, если вы, законодатели, которые написали сами же для себя закон, да, не предполагает никакого участия самих же депутатов, да, в составлении этого соглашения. Мне теперь интересно, эта норма специально заложена, это умышленно сделано. Но теперь вопрос за депутатами. Теперь у нас вопрос, я хочу знать, что думают депутаты, как они относятся к тому, что соглашение, в котором их собственные поправки, не наши, которые мы уже говорили, а их собственные поправки не вступили в законную силу, не были отражены в соглашении, да, будут ли они ратифицировать это соглашение или не будут ратифицировать. Вот тут как раз таки вообще складывается очень большое впечатление, что все это время с момента соглашения по Пицунде идет, скажем, такая большая, ну не знаю, даже не хочу это слово говорить, но большая подстава парламента. Да? Парламент всегда был одним из легитимных органов, который брал на себя в самые ответственные моменты и судьбоносные решения принимал. Послушайте, ну невозможно принять сегодня никакое судьбоносное решение, потому что статус парламента снизвели на нет. Это очень некрасивая ситуация, это очень неправильная ситуация, это опасная ситуация. Я говорил это и когда принималось соглашение по Пицунде, что то, что депутаты пытаются сделать, может испортить наши взаимоотношения с Российской Федерацией. Но мы и сегодня портим наши взаимоотношения.
Не потому, что нет выхода из этой ситуации, а только потому, что мы неграмотно, неправильно подходим к поставленным задачам. Свои собственные законы надо знать. И писать их также надо для своего народа, для блага своего народа. И для того, что если парламент хотел бы контролировать какие-то вещи, то это можно было отразить в изменениях по законодательству. К большому сожалению, этого не произошло. Я не понимаю сегодня возмущения некоторых политиков, да, в том числе и депутатов, мол, как без нас подписали такой договор. А они, так как вы позволили, так и подписали.